Клич нам прийди, нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як того дня світло. Клич нам прийди, нехай буде радость Духа Святого Твоего. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W Kościele сегодня вспоминаем довольны по Давиду посвящения базилики святых апостолов Петра и Павла. Może urymi nikoли не будем, ale можем помолиться за это. Как так само там эта вера, об якой отдали життя Петр и Павел, яким так само выстроена там базилика, как эта вера так само там узрастала, а не заникала. Подчас этой святой мши просим во всех интенциях, які представили Пану Богу брат заступництва святого Архангела Михаила, мира просим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую хвалу. Spowiadajmy Bogu Wszechmogącemu I вам, братья и сестры, что возгрешил я вельми, духа и слова, ученика и занепания. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный вечный Боже, заховай Твой костел под опекою святых апостолов Петра и Павла, от яких он отримав подстави неви, раз их заступництва учини, как он отримливал Твои щедрые ласки аж до конца свету, раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарец едности Духа Святого, Бог разуще веки вечные. Аминь. Читание другой книги Маккабеев. В те дни Елеазара, одного из головных книжников, человека уже старого возрасту, але надзвичай пригожего з вигляду, примушали, раскрывши ему рот, есть свинину. И он же, отдаючи перевагу хвалебной смерти над опоганенным життем, доброохотно ішов до привади катавання і випльовував, як і належить зробити тим, хто має отвагу відмовитися від того, чого не дозволялося каштувати нам від ділі любові до життя. Тоді люди, яким доручили блюзнірне оферування, ведаючи этого чоловіка з давніх часов, отвели його і сам насам уговорювали його, как он зробил выгляд, что есть офиатное мясо, принесенное от короля, а на самой справе съел бы принесенное и приготованное ими мясо, якое дозволялось есть. Зробивши это, и он смог бы уратоваться от смерти, и з ним обошлись бы прихильно в деле старого сябровства з ним. Однако он принял доброе высокородное решение, якое было годное его возрасту, и старечной поваги, и досягнутой им хвалебной силизны, и с детства набожных поводин, а больше за все святого и Богом даденного закона. Отповедно этому и он отказывал, кажучи, как неоткладно послали его на смерть. Бо не выпадая в нашем возрасте кривить душою, как многие молодые люди подумали, что 90-годовый Елеазар перешел в язычество.
Тады б моя крывадушнасць дзеля кароткага і няўхопнага моманту жыцця могла б увесці іх у зман, а я зганьбіў бы і спряміў бы сваю старасць. Бо калі цяпер я пазбегну пакарання ад людзей, то рукі ўсемагутнага я не пазбегну ні пры жыцці, ні пасля смерці. Таму, калі зараз мужна развітаюцца з жыццём, то сам акажуся годным старасці, а маладым пакіну годны прыклад, каб яны ахвотна і годна прымалі смерць за пачэсныя і святыя законы. Сказаўшы гэта, ён адразу пайшоў на катаванне. Тады нядаўняя прыхільнасць тых, хто вёў яго, змянілася на нянавісць з прычыны вышесказаных словаў, бо яны палічылі гэта вар'яцтвам. Перад самой смерцю, пад ударамі, ён са стогнам сказаў: «Для пана, які мае святое пазнанне, відавочна тое, што я, хоць мог уратавацца ад смерці, зношу на целе жорсткія пакуты бичавання, а душою ахвотна цярплю іх з-за боязі перад ім». Такім вось чынам ён загінуў, пакідаючы сваёй смерцю не толькі маладым, але і многім з народу прыклад высакароднасці і помнік цноты. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану. Мяне падтрымлівае Пан і Бог мой. Мяне падтрымлівае Пан і Бог мой. Пане, шмат стала ворогаў маіх, шмат тых, хто паўстае супраць мяне. Многія кажуць душы маёй, няма ратунку ў Богу. Мяне падтрымлівае Пан і Бог мой. Аднак ты, Пане, шчыт мой, моя слава, ты галаву мою уздымаеш. Голосам моим я ускликал до Пана, и он отказал мне с горы своей святой. Мяне падтрымлівае Пан і Бог мой. Я кладуся і засынаю, прачынаюся, бо мяне падтрымлівае Пан. Не пабаюся 200 000 людзей, якія сталі вакол мяне. Мяне падтрымлівае Пан і Бог мой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луке. Слава Тебе. У той час Jesús увайшоў у Єрихон і праходзіў праз яго. І вось адзін чалавек па імені Закхэй, кіраўнік мытнікаў і багаты, стараўся ўбачыць Jesúса, хто ён такі, але не мог за натоўпу, таму што быў малога росту. Забегшы наперад, ён залез на смакоўніцу, каб убачыць яго, бо ён павінен быў там праходзіць.
Калі Езус прыйшоў на гэта месца, паглядзеў уверх і сказаў яму: «Закхай, хутчэй спускайся, бо сёння мне трэба быць у тваім доме». Той хутка спусціўся і прыняў яго з радасцю. А ўсе, убачыўшы гэта, пачалі наракаць і казаць, што ён знайшоў пагасціць да грэшнага чалавека. Закхей жа устаў і сказаў пану: «Вось, палову маёмасці сваёй, пане, я аддам убогім. І калі каго ў чым ашукаў, аддам 4 разы больш». Езус сказаў яму: «Сёння прыйшло збаўленне ў той дом, у дом гэты, таму што і ён сын Абрахама, бо сын чалавечы прыйшоў знайсці і выратаваць тое, што загінула». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Маем сёння і чуем у Євангелії про город Єрихон. Одні говорять, це самий старший город, який ёсць у свеце, один із найстарэйшых, бо про яго будем так само читать у книге Езуэго. І калі памятаем, Майсей аддасць за свое жыццё, будзе пахаваны, пакутуе за яго народ выбраны. Тады Езуэ, які будзе наступнікам, якого Майсей назначыць, возьме 12 камён, возьмуць арку запавету, і па гэтых 12 камнях, якія пройдуць праз рэчку Ярдан, што рэчка спыніць свой поток. Калі прыйдуць у зямлю абяцаную, гэта будзе першы горад, які народ выбраны здабудзе. Але в які способ здабудзе? Варта припомніць, што тут за город Єрихон, чаму він такі вельмі важны. Таму што здабудзе яго не сілай, але не власнай моцаю, не оружием, не людьми, народом, які там гадоў у няволі, там вандраваў 40 гадоў, але дзякуючы моцы Пана Бога, калі прыйдзе Езуэ, атрымае ад Пана Бога такі наказ: акружыце горад один раз у дзень. Нехай напередзе ідзе арка запаветаў, нехай ідуць і трубы, і тамака, і рогі бараноў якія, але не спавайце. Абкружыце раз на дзень, і так чыніце 6 дзён подряд. На 7-й дзень абкружыце гэты горад 7 разоў і задмуйце усе трубы і рэхі, якія там ёсць. І калі так учынілі, народ подумаў, што Бог прыйшоў, і самі себе позабывалі, который был у Ерихоне, который здесь спроневерился, не был Божьим народом. И такой способ был сдобыть город. Хоть которые говорят, что там амаль не остался камень на камень, а якісь стены от того часу застались. И тому этот город по сегодняшний день лічится одним из найстарейших городов. Вот еще там какие стены подписывают. Я уже его не памятаю. Историки про его так само пишут, что еще кого есть трошки старейший, чем Ерихон. Але мы не про это тут собираемся говорить. Ерихон лежал 250 метров ниже моря. Представляете себе? Это что с тюрьмами? Как мы сегодня поехали, сегодня частности, какие город, такие лежит низко. Например, я учился у Кракове, Краков лежит вельми низко, лежит ями. И там, когда мы все запалить в печках, такими Краковым, когда есть стороны Жешва, в день видно такая туча. Что такое? Дождь падает? Нет, это такие так званые смог. Czyli udalenie, uniesienie, tam воздух был совершенно вельми неприемный, потому что это не был воздух, город Петропавловка была циркуляция воздуха, а такого амаль и не было, Пусть это и есть этот город, про який Иисус Христос неоднократно будет рассказывать, и в яким будет вельми часто, и люди тогда будут понимать. Не один раз это святой город, где проходит. И сегодня проходит через этот город. И в этом городе живет человек, который называется мытник. Имя его поданное Закхей. Зазвичай не подают имя, а не подают имя того человека, который тотально поверил Божьему Слову и отменил свое житие. Тому подательно его имя. Закхей. Не просто так имя нам сегодня подательно. Этот Закхей был человеком, я почуем, земледренным человеком. Обкрадал людей. Чему? Потому что, поскольку он был самый низкий взроста, он хотел якийсь способ надробить эту повагу сам для себя. Как все его поважали, и думая, ага, замест там 20% податку, я буду брать 35 за них. И брал 135. Но ты никогда не убрал, потому что его была такая праца мытник.
Сколько взял, столько себе заробил. Ему треба было отдать то, что належалось Цезару, а остальное оставлял себе. И этим надатком и каждый имел право повинную послушать его и отдать. И он мог бы каждый месяц написать, что кто-то ему отдал подарок такие, какие он повинен был отдать. И это Захей. Захей в этот способ застал богатством, этим богатством и его поважали. Але як ми ще читаємо, усі його ненавидели за це. Пам'ятаємо, митника Матвея то саме. Всі його ненавидели за це, бо він так само поставав. Митники зрештою за це жили. Чим більше податок, тим більше ти багатий. Тим більше багатий ще людей. Ніхто не имел, тому що вони були под правом Цезаря. Ніхто не имел на їх руку поднять. Ніхто не имел права замордовать, могли обплеваться, кидать белыми яйками, колбасными помидорами и так далее, и так далее. Але никто не имел права их забить, тронуть их. Вот такие звичайные способы. И маем тут Закхея, який малого просто почув, что проходит Иисус. Вошел на дерево, коли кто был святой земли, я не был. Але правдоподобно есть одна из пилигримов, которая и так, коли едешь в Иерусалим, и так заезжаем верхом. И там есть правдоподобно такая смоковница высокая, якая уже старая, забытковая, можно сказать. Она похожа на кубик гнезда. На такую смоковницу правдоподобно залез Закхей. Как убачить Иисуса Христа з висока, бо він з малий був і не убачив. І Ісус Христос, проходячи, його зауважує Закхея і говорить: Закхей, худшей сойти, бо для тебе збавлення. Що послужило, що Закхей змінив своє життя? То, що Закхей починив усе, як убачить Ісуса Христа. І він не чекав, що Ісус Христос покається на нього. Не чекав, але Ісус Христос убачив, коли чоловік робить все в своєму житті, як знайти Бога, хоча б його убачити, на якийсь спосіб поглядіти на його. Та пан Ісус учинить судом. Бо це і є суд. Закхей говорить, коли ти ще говориш, що древний чоловік говорить: Пане, усіх, кого я покривдив, отдам у 4 рази більше. Було право, що тільки у 2 рази більше. Убогим дам половину свого маєтку, чи 50%. Було право, что когда ты кривдишь людей, то убогим ты должен был отдать 20%, ты отдал 50% своего наbytku. Не поляки. Чому? По познав Христа. И для его, а для того моменту, богатие, почуття вищості, не имело якості. Не смаковало, так як до этого ікнувся. Бо зрозумів, що до этого не потрібно якісь маєтки, не потрібно бути кимсь, не потрібно выступать, быть блогером, ко всех людей с плясками, чеканником, собственно, убачить не треба. Я зрозумів, що для этого потрібно звичайне просте життя. Не треба, как тебе все обкляскивали, чекали, хвалили, прославляли, дякували тобі. Я зрозумів, що тільки Бог може по-справжньому дати справжню подяку. І сьогодні ми маємо ще одну подію. Сьогодні шмат подій. Сьогодні ще в гостині вспоминаємо благословленную Каролину Каскун. Жила у годе. Народилась як дівчинка. Народилась у годе 1898 на Тарновских землях у Польше. У годе 1914 была замордована. Могла бы жить, а отдала свое життя. Чему? Хотели ее изнасиловать, она не поддалась. Советский один солдат. И она утекала, и коли она готова была, она отдалась, сама на нож кинулась, как только ей никто крылья в груди не забил. И этим самым прославила Пана Бога. То, что славное, звичайной вёски. Как показать, что то, что славное, кем Христос говорит, Бог узмацняя, а то, что моцное, Бог принижает. Бог принижает. И в такий способ она отдала свое життя. Просим, как и мы умели для Пана Бога, для нашего тела, годности нашего тела. Святый Ян Павел II, когда в году 1978 он беатификовал благословленную Каролину Каскуну, сказал, что это приклад для молодых девчат, молодых юнаков, для каждой женщины и каждого мужчины, что треба уметь шановать свое тело, годность Божию, на якую она створена, из якого она зроблена. Просим, как и мы умели мужность у сучасному свете. Може, не треба проливать крові, а як умели боронить годности життя нашого.
у духу отказности за лёс Христова, что мы там видим, ничем такого от нашей молитвы, за костёл всех людей. Молимся за всех христиан, как яны молимся до едности веры, якую передали им апостолам, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого отца епископа, как Бог потребовал их своей лаской и мудрым керованием костелом, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, как яна бачила у Христе своего Пана и верно и шла за его голосом, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, кого Бог покликал до вечности, как Иисус Христос принял их у своего владарства, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, как мы, наследующий приклад святых апостолов Петра и Павла, присвятили свое житие Богу, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за заступництво святого Архангела Михаила во всех этих интенциях, которые представляют доброму милосердному Пану, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы про заступництво святых апостолов Петра и Павла, учили, как мы мужно вызнавали нашу веру про Христа, Пана нашего. Аминь. Дякую, Пане мой, що моє життя, і тепер я Твой назавжди. Это мое сердце памяти, Ты любовь моя, одиная. Так я верую, Пане мой, що моє життя, і тепер я Твой назавжди. Это мое сердце памяти, Ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу, я принял Бога и тиху всемогущие. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Łaskawy Boże, składając Tobie dary swojej oddaności pokorna Ciebie prosimy, как в наших сердцах была захованная непорушность, как в наших сердцах была захованная непорушная наука, якую мы открывали от святых апостолов Петра и Павла, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим, гору сердце, узнощим имя Пана, дякуем Пану Богу нашему. годно это и справедливо. Zapravdu Bog nam je sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zausiody i wśród Tobie składali. Podzięku Panie Świętych Ojcze, Всемогутный Вечный Боже, bo Ty, wieczny paster, nie wykidajesz swoją owczarnię, ale przez świętych apostołów niespłynna tuляешь i jak kierowany ją Ty, ludzi, яким, як намесником Твоего Сына, дорожил пасторскую владу, там за анёлами и душами святыми мы прославляем Тебе разом с ними, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершинах. Zapravdy Boža, Ty święty, krynica wszelkiej światłości, komu prosić Ciebie, a święci wypowiadali na Twoją ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i jeszcie, zdawał się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane.
godnym czynom po wieczery. Wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, подав своим учням кажучи: «Берите и пейте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wydający śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, daruję Tobie, Panie, chleb życia i Ciebie zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любовь и разом с Папом нашим Львом, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опаснули надеи на воскрешение, и про всех, кто в ласке Твоей обошел с этого света, и дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuйся над всеми нами, как мы заслужили удел в жизни вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией и со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом другим, сестрой Фаустиной, благословенным князем Братиславом Маркевичем, святым Петром и Павлом, благословенной Каролиной Каскунной и всеми святыми, які справедливо подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, брат Сына Твоего, Иисуса Христа. Брат Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, Бразу все и вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не уводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и притча Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство, и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Смилуйся над нами, Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету. Смилуйся над нами, Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету. Одари нас упокоем. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи свету, благословленный и облеканный на вечеру ягодою. Пане, я не варта, как Ты вошел до меня,
але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Наш Пан хлеб небесный между нами живет, пьет судный надею и радость дает, покорно приходит до нас на алтарь. Как нам поживать, да есть обилда. Наш Пан добрый пастырь притула слабым, да есть почтиво у сердце своим, любовью святою глаголит наш Бог, и сум разгоняет надеясь святом. Наш Пан зовет, для нас идет, да сердцу покой, утешает детей. Знакома с тобой, и милость твоею от злого укрыть. Там меня нежна живет, днем сумный надею и радость дает, покорность приходит до нас на алтарь. Подстать нам поживать, да есть обилда. Иисусе, ты мои, радость избавления мне открыл, ставление пленницей ласк, будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать и сердца чистым заховать. Езу, не покидай меня, моя душа Тобой живет, ужас терпения поможи, выкрывать у Твоей любви, ужас терпения поможи, выкрывать у Твоей любви. Молимся. Всемогутный Боже, Ты умацовал нас небесных века. Просим Тебе, наполни радостью Твой народ, что, вспоминая святых апостолов Петра и Павла, яких Ты дал Ему, яка теку новый пастыря, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у змагании, будь нам обороной, супроть спокусы и пастырь злого духа, покорно просим, нехай я вознишься сам Бог, от
А Ты, княже войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут душнуть по свете. Аминь. Святий Архангел Михайле, хочу просить Тебе во всіх тих інтенціях, які сьогодні ми складаємо у ступ Твоїх. Занеси їх перед обличчя Бога Найвищого, борони нас у спокусах і дай, как мы завсёды могли боронить нашей веры, якую нам оставили у спадщину святые апостолы, особливо Петр и Павел, яких базилику сегодня вспоминаем. Заступайся за нас перед Богом, святий Архангел Михайле, наш могутний заступник. Мы щиро дякуем Тебе за туманное добродейство и просим обновить с довером и живой надеей. Ты наш опекун и помощник. Сподяемся на Твою могутность, добрыню и незвычайную готовность подтримывать нас. Выслухай наши просьбы и приди нам на допомогу, коли мы будем мощно просить Тебе и неумно устремлять. Заступися за нас перед Богом. Заступися за нас перед Богом. Архангеле Божий, заступися за нас перед Богом. Суdzie stworzenia, zastupися za nas перед Богом. Jasiu najlepszy, zastupися za nas перед Богом. A baronce zakoną Boga, Zbawiciela, zastupися za nas перед Bogiem. Odmowladnik Boża Radu, zastupися za nas перед Bogiem. Da wierny Pana, zastupися za nas перед Bogiem. Pierwszy uszanowanie Boga człowieka, zastupися za nas перед Bogiem. Harunży światłego krzyża, zastupися za nas перед Bogiem. Rycar Bogorodicy, zastupися za nas перед Bogiem. I raunik niebiesna Gwara, zastupися za nas перед Bogiem. Jed Malawiejskich odradał, zastupися za nas перед Bogiem. Miecz jaki karają zbuntowanych duchów, zastupися za nas перед Bogiem. Odwieczny przeciwnik satany, zastupися za nas перед Bogiem. Szanowannik prawdy i pokory, zastupися za nas перед Bogiem. Przykład kontemplacji i Boga, zastupися za nas перед Bogiem. Wzór modlitwy i ofiary, zastupися za nas перед Bogiem. Wiesiołka środku rytwa kusał, zastupися za nas перед Bogiem. Opiekunie pomirajuczych, zastupися za nas перед Bogiem. Dobrożyczliwy wiernik zasługał, zastupися za nas перед Bogiem. Brat wieśnik zbawienia,
czystcowych. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Gramotnik duszał na szlaku do nieba. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Anioła chłopnik kościoła. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Opiekuń Chrystowy namiestnika. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Obrońca stolicy chrześcijaństwa. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Opora katolickich misjonerów. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Duch, jaki służyć усім. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Wyratowaj ich z niewoli. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Sławny cudotworca. Zastupnijcie za nas przed Bogiem. Молимся. Голод небесов и наилепшая воронца душаў. Мы чекаем благословленного плёну Твоего заступництва за нас усіх, а так само за тых, кого мы сегодня подчас гэтай иконобожества Тебе представляем. Так само, кого Ты хочешь одарить своими ласками. Нехай наши супольные просьбы за кожный раз нас, наши семьи и парафии, за всю нашу супольность, народы и увесь свет, и увесь святый костел станут храницей Божьего благословения на веки вечные. Святый Боже, святый Отцы, святый несмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Отцы, святый несмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Отцы, святый несмертный, смилуйся над нами. От пожару, голоду, борьбы и заразы, барани нас, Боже, от греховной и беспокойной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Святий Архангеле Михайле, князю войск Євангельських, прийди на допомогу людям, яким поглажає сила темри, і ніж були створені на подобенство Божие, откупленные краж життя смертью воскрешения Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного на святыню Божию, как пробывал у их Дух Святый. У Тебе, святый Михаил, костел мая своего оборонцу и опекуна, и ветер избавленный до небесного счастья. Проси Бога об супокое, как первому владу сатаны себе духа отца, и как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай беззаганная панна, обранутая в солнце королева анgelов, простере стружчись голову антихристу и обороне своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангел Михаил, оборонца хвалы Наивысшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Будь, бережи нас у змагании, супроть спокусов и пасток злого духа, будь нам обороною. Князю войска небесного, моцаю Божою скинь у пекла сатану и інших злых духов, якие на згубу душ снуют по свете. Посприяй, как мы, раз всю вечность, были верными Твоему заклику, кто ж, коли не Бог. Tajemnicu sakramentału składajmy przydawcie, tracić podstawowe prawa, porządnowy zapaje, co nam rozumie popatrzyć, światło wiery przyjmij się, Bogu wieczna Ojcy, prosławieni i chwała. I Ojcu jest łaska, w Ojcu wieczna życia, Duchu, co Ani pochodzi, nas
Ty w Najświętejszym Sakramencie покинął nam wspomnień swojej muki. Prosimy Ciebie, dopomoży nam tak uszanować święte tajemnicy Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali sekret Twojego odkupienia, jaki żyjesz i władary z Bogiem Ojcą jedności Ducha Świętego, Bóg prazu siebie i wieczny. Amen. Ratuj nami